Эфир телеканала Осетия Рыштон продолжает программа «Вечерняя смена». В студии Зарина Бабачиева. Здравствуйте. «2020 год подходит к концу. Самое время подвести итоги. Как работали министерства нашей республики, будем говорить в прямых эфирах программы «Вечерняя смена». И сегодня у нас в гостях министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики Майран Тамаев. Здравствуйте, Майран Ибрагимович. Расскажите, какие планы были намечены на 2020 год, что удалось реализовать, что не удалось и какие вообще ставили цели? Если, в принципе, подытоживать уже итоги 2020 года, то можно сказать, что этот год был непростой, но трудовой. Очень много задач стояло и стоит перед нашим сектором. Мы создаем настроение, обеспечиваем наших потребителей, особенно население нашей республики, основными необходимыми услугами, которые нужны нашему человеку в повседневной его жизни. Поэтому мы занимались рутиной повседневной работой, оказанием услуг, подачей воды, тепла, электроэнергии, газа и так далее, вывозом твердых коммунальных отходов для того, чтобы создать комфортные условия проживания для наших людей. Поэтому нам удалось и удается на сегодняшний день это обеспечивать. Мы большой объем работ сделали по подготовке наших объектов всего сектора ЖКХ, топлива и энергетики к новому отопительному сезону. И как мы видим, уже более 2 месяцев мы в режиме зимнего варианта работы. И зима проходит у нас отопительный сезон в штатном режиме. Ну и, конечно расскажите, извините, расскажите вообще, как проходит подготовка к этому? Я так понимаю, еще с лета начинается, правильно? Мы, естественно, когда зиму еще не заканчиваем, слабые места все наши предприятия обозначают, которые выявляются. Помимо этого есть статистика, наверное, основных наших, скажем так, сетей, инфраструктуры нашей. Это котельные, водопроводы, водоведение, особенно объекты газа также, объекты электроснабжения. Ну и когда заканчивается отопительный сезон, сразу все муниципальные образования, а также основные поставщики услуги, это ПАО «Россети» и ПАО «Газпром», свод делает своих мероприятий, у себя их они принимают, ну и потом правительством республики принимается общее мероприятие, делается свод, подытоживается и создается общий республиканский штаб по контролю хода подготовки всего сектора, всех объектов к новому отопительному сезону. Очень много надо было сделать, если вкратце сказать. Надо было подготовить 193 котельные. Они готовы, все сети водоснабжения, все объекты энергетики и газоснабжения. Также в зимний вариант, к зимнему варианту подготовлена вся техника, спецтехника наших специализированных организаций, которые выезжают, когда гололед, выбрасывают спецсостав для того, чтобы было, возможно было ездить по нашим дорогам. Поэтому я говорю, что мы среди первых субъектов Российской Федерации получили в целом паспорт готовности, или же все ресурсоснабжающие организации, теплоснабжающие организации получили соответствующие акты и паспорта готовности к новому отопительному сезону. В последующем все муниципальные образования получили паспорта готовности. Это есть показатель подготовки к ходу готовности к новому отопительному сезону. И нас в итоговое совещание, когда проходило под председательством тогда еще министра энергетики Новака, республика была среди лучших отмечена. Поэтому мы готовы. Конечно, какие-то моменты бывают. Это будет касаться больше аварийно-восстановительных, это текущего характера. Мы это будем делать. И на сегодняшний день в штатном режиме проходит осенне-зимний период. Майран Михайлович, на одном из совещаний вы говорили, что у республики есть серьезные достижения в развитии топливно-энергетического комплекса. Расскажите подробнее, что это за достижения?
Но сказать так, что... Ну, я продолжу тогда, плавно перейду на ваш вопрос. Наше министерство, через наше министерство реализуется два нацпроекта. Это экология и жилье и городская среда, в рамках чего реализуется 4 федеральных проекта. Если экологию убрать, то мы реализовываем федеральный проект «Чистая вода» и обращение, новая схема обращения по с твердыми коммунальными отходами. Мы досрочно закончили и освоили финансовые средства, реализовали проект, который у нас была прокладка водовода, который давно уже надо было поменять, в районе Редан-2. И более от 4 до 5 тысяч сегодня получают качественную питьевую воду бесперебойно. Также мы перешли на новую схему. Вот я как сказал по работе с ТКО, если в течение этого года, 2020 года у нас работал региональный оператор с временным статусом, то буквально вот накануне мы провели конкурс, и мы определились с постоянно действующим региональным оператором ООО «Эра». На сегодняшний день этой организацией идет работа по строительству мусоросортировочного комплекса и, соответственно, полигона. Но в целом на постоянной основе они заступят с 1 января. Мы надеемся, что этот шаг наш будет окончательный и правильный. Мы знаем пример 2019 года, тогда, когда регоператоры не справились со своими задачами, и мы вынуждены были их отстранить. На сегодняшний день это в основном местные ресурсы. И я, как уже сказал, и полигон, и сортировочный комплекс уже строится, и более того, в ближайшее время и этой организацией будет приобретена соответствующая необходимая спецтехника. Думаю, в этом направлении у нас будет нормально. Также второй, это нацпроект, как я уже сказал, это жилье и городская среда. В рамках этого у нас идет реализация 2 федеральных проектов. Это обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. В этом году в этой программе участвовали 3 муниципальных образования. Это город Владикавказ, где мы предоставили 45 квартир и отселили людей из Зарахохова. 1, это давнишний проблемный дом, окончательно мы его отселили. Стамаева 37, 17 квартир, ну и со Станиславского 11. Также нам удалось в городе Дигара по Бердиева 2 отселить 4 семьи. 4 семьям мы предоставили финансовые средства для того, чтобы мы им выдали компенсационные выплаты, сделали, чтобы они приобрели в черте города Дигара жилье. На сегодняшний день также продолжаются работы по строительству и завершению дома в городе Беслан. Это 60-квартирный, и этого этапа, то есть 2020 года, там должны приобрести в этом доме 32 семьи, которые будут предоставлены, 32 квартиры, которые будут предоставлены для жителей по улице Гагарина. Поэтому мы говорим, целевые показатели, те, которые были по всем 4 проектам, в том числе мы еще реализовываем формирование комфортной городской среды. И в рамках этого федерального проекта мы благоустроили 159 дворовых территорий и 39 общественных зон. Все видят, что во всех районах благоустраиваются соответствующие общественные зоны. Они становятся потихоньку местом притяжения для всех жителей, особенно в районных центрах. Можно вспомнить такие благоустроенные объекты, как парковая зона в селении Октябрьское, это и Вардоница, весь центр города совершенно по-другому строится. Качественные работы сделаны в городе Лагир.
Можно и вспомнить центральный парк, практически уже доведенный до логического завершения, вот парк отдыха и вот культуры и отдыха. И набережная по улице Кисаева, вдоль Московской и так далее. Моздок особо отличились тоже, очень хорошо поработали. И можно вспомнить, что благодаря этой программе участвовали по другому проекту в рамках этого нацпроекта. Был проведен конкурс среди малых городов, и конкурс выиграли вот город Моздок, и им выделено 70 миллионов рублей. С учетом софинансирования около 100 миллионов рублей на это будет направлено. Я считаю, что ту парковую зону, Парк Победы, который они хотят, очень хороший, добротный проект. Если им это удастся, то как они это показали, что представили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где проходил этот конкурс, то это станет явно таким местом притяжения не только для горожан Моздока, но и для других населенных пунктов. Они будут туда, Марьян надеюсь, Михайлович, мне стягиваться. подсказывает у нас звонок. Послушаем вопрос. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я насчет этого отопления звоню. Я с Дзусова 30, корпус 2. Говорят, что у нас в котельном сгорел откачка. У нас вообще еле сами батареи топят. Просто еле-еле. Майран, дегурнаван жезы. Ради Бога. Ходон Тейдан. Дзусова 30, корпус 2. На моей сгар, еле такая батарея. Это сувалом благодарю по дискоту. Ясно, ясно. Я бы просил, чтобы вы номер квартиры оставили. Сегодня же к вам выйдут, замеры сделают, и мы разберемся. Дала Дима котельная, свет не хусты. Вот там откачка какая, езовый басуды. Маша откачка на ес. Хорошо, мы разберемся, много времени. Запишем Наши все котельные исключительно работают, сиюсекундно, вот на этот момент. Все центральные тепловые пункты. Если какая-то проблема есть от подачи к ваш дом, в основном они касаются сегодня, если, конечно, есть такого характера обращения, выезжают туда соответствующие бригады, специалисты управляющих компаний, и мы примем соответствующие меры. Почему? Потому что если посмотрите, что у вас горячая вода, это как кипяток идет. Одна и та же котельная подает как в трубу горячей воды, так и система отопления, поэтому масса нарушений внутренней системы теплоснабжения тоже самого дома бывает, но несмотря на это, мы вот сегодня же к вам направим специалистов для того, чтобы с вашим домом разобрались, но я бы хотел, чтобы вы нам оставили номер квартиры. Мы все записали, передадим вам. Скажите, если у кого-то еще возникнут подобные проблемы, куда обращаться, куда звонить? Есть постоянно действующий диспетчерский пункт, служба города Владикавказ, это в черте города Владикавказ, номера телефонов 50 19 19, 53 19 19, принимают и моментально отдаются они управляющим эксплуатационным организациям и принимают соответствующие меры. Марьян Михайлович, к нам поступило в редакцию видео. Граждане жалуются на мусор, можем даже показать, что делать с этой проблемой. По улице Астана Кисаева, если не ошибаюсь. Куда обращаться, кому жаловаться, что делать? В первую очередь это надо разобраться с управляющей компанией, есть договор или нет на вывоз этого, вот в ежедневном порядке, или вот как они договариваются, какой объем образовывается, так. И надо переговорить с перевозчиком ТКО, и мы примем меры. Я запишу, и мы проверим. Это не знаю какого дня, но так не должно быть. Так не должно быть. Поэтому мы, еще раз говорю, определились с оператором, регоператором, который будет заниматься вывозом ТКО, и таких примеров не должно быть, я думаю, не будет.
Мгм. Давайте мы поговорим о генплане Беслана. Работали в этом году над очистными сооружениями. Расскажите подробнее про это. Решение всех вопросов, касающихся социальных объектов соцкультбыта, инженерии, взято под особый контроль руководством государства. Под особым контролем находится тема Беслана, вопросы решения от города Беслан у Вячеслава Зелимхановича Битарова, главы нашей республики. По объектам инженерии, по сектору инженерии, там решается 4 объекта. Это объекты водоснабжения, водоотведения хозбытовой канализации и ливневой канализации. Это то, что будет делаться с 2022 года. А также парковая зона, там будет благоустраиваться территория площадью 23 гектара, сопоставимая с центральным парком в городе Владикавказ. И там довольно-таки определенные финансовые средства есть, которые тоже станет, думаю, как бы визитной карточкой всего города Беслан. Это вот то, что касается с 2022 года. 5-й объект и самый первый объект, который идет в рамках реализации генерального плана города Беслан, это реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации города Беслан. На сегодняшний день там применены очень современные высокие технологии. Если до тех пор вот по старому проекту практически не отвечали сегодняшнему дню, экологическим нормам, там не происходило по проектному решению очистка биогенных так называемых элементов, то в этом проекте и то оборудование, которое мы смонтировали, это все есть. Поэтому на сегодняшний день работы завершены, идут пусконаладочные работы, и сегодня идет процедура сдачи, представили его Госстройнадзору для того, чтобы они проверили построенный объект в соответствии с проектному решению. И в последующем мы примем решение, чтобы его передать на уровень правобережного района администрации. Соответственно, его отдадут эксплуатационные организации. И думаем, к концу этого года или в начале того года они набирают специалистов в коллектив именно по обслуживанию этих очистных сооружений. Правобережный район, руководство правобережного района. Думаем, что мы в конце этого года должны дать старт вот по работе, для полной работы по полноценной технологии вот этих очистных сооружений. Думаю, все будет нормально. Марьян Михайлович, спасибо, что вы нашли время прийти к нам сегодня. Спасибо большое. Мы переходим к другой теме. Завтра, 1 декабря, национальная телекомпания «Осетия и Раштон» отметит свой 3-й день рождения. Наши корреспонденты считают своим долгом не только осветить важные события республики, но и помочь решить социально значимые проблемы. О том, кому мы смогли помочь за 3 года, расскажет моя коллега Инна Макеева. Освещение проблем – одна из главных задач журналиста. За 3 года вещания корреспонденты национальной телекомпании не раз привлекали внимание властей и общественников к социальной несправедливости. К примеру, в 2018 году наша коллега Дзраса Савлаева отправилась на съемки сюжета для программы «Комай Комма» к жительнице Майрамадага. Но застать героиню своего материала в таком положении съемочная группа никак не ожидала. Если честно, когда мы ехали к ней со съемочной группой, мы в дороге обсуждали, вот, что нас будет ожидать. И мы не были готовы, что мы увидим именно вот такую разрушенную картину. Мы думали, что там все не настолько ужасно, как нам описывали, но увидев это своими глазами, мы были просто в шоке. Женщина ставила ведра во время дождей, а зимними ночами вода замерзала в доме. Впрочем, это и домом-то нельзя было назвать. Но после эфира программы случилось чудо. Зарина Хаутова наконец обрела крышу над головой. В программе «Комай Комма» тогда в гостях у нас были представители администрации Алагирского района. И как-то месяц-два все было тихо. Потом героиня нашего сюжета нам позвонила с радостной новостью. Она сказала, что администрация района ей предоставляет жилой вагон.
И хотя пусть и новый вагон – это неполноценное жилье, Зарине Хаутовой теперь не нужно беспокоиться о непогоде и укрываться от дождя. Самое приятное – это было видеть благодарность в ее глазах в нашу сторону. Она потом всем рассказывала, что вот с телевидения к ней приезжали, там осветили ее проблему, и теперь она живет в хорошем, теплом, уютном домике. Еще одна история произошла также в 2018-м. Корреспондент информационной службы Алана Томаева получила задание снять материал о доме Хаджи Умара Мамсурова. Окрыленная еще детскими воспоминаниями о легендарном Ксанте, она отправилась в Ольгинское, но увидела там совсем не героическое зрелище. Когда мы приехали туда, мы, слабо говоря, не ожидали увидеть то, что мы увидели. И шок был не только у меня, но и у моего оператора, взрослого парня. Просто 2 комнаты, захламленные полностью мусором, не только мусором, это были какие-то отходы. И было понятно, что, в принципе, любой человек может попасть в этот дом, потому что мало того, что это было понятно по мусору, который находился в доме, было еще это понятно, потому что в заборе этого дома была огромная дыра, и любой человек мог просто туда попасть. Вместе со съемочной группой в дом Мамсурова отправились и неравнодушные люди, простые парни с селения Ольгинское, которые били во все колокола о доме героя, по ком звонит колокол. И этот звон наконец-то услышали. Сразу после того, как вышел наш сюжет, он оказался достаточно резонансным. Профильное министерство вместе с какими-то еще ответственными службами поехали туда и убрали полностью этот дом, вывезли весь хлам, восстановили, как смогли, видимо, исторический его облик, сделали такой небольшой косметический ремонт, восстановили стену, сейчас туда невозможно попасть, только через входную дверь. Повесили на стенах фотографии Хаджи Умара Мамсурова, какие-то его личные вещи достали и также разместили как экспозиции. Дом убрали благодаря неравнодушным жителям и ответственным органам. Дыру в заборе залатали, на стенах в комнатах повесили портреты разведчика. Удалось сохранить и личные вещи Мамсурова. Наверное, мы не сделали такого прям большого дела. Мы не спасли чью-то жизнь, но мне кажется, что мы своим материалом, наверное, помогли сохранить какую-то часть истории, очень важную, значимую для нашего народа. Сейчас, насколько я знаю, периодически туда, в этот дом-музей, отправляют детей, школьников, там проводят экскурсии. И там непосредственно в доме детям, подрастающему поколению рассказывают о том, кто это был, что это был действительно величайший человек. И вот этот факт, он мне дает понять, что то, что мы делаем, это все-таки значимо и важно. Еще одна важная для нас заслуга – благотворительный телемарафон «Ирожарда» для маленькой Зарины Бадоевой, страдающей спинальной мышечной атрофией, для лечения которой необходим препарат стоимостью больше, чем в $2 миллиона. Совместно с фондом «Быть добру» и артистами эстрады наша телекомпания в течение нескольких часов обращалась к зрителям с просьбой о помощи. Каждый из артистов понимал, что от его выступления зависит итог, быть может, да? И каждый из них, наверное, понимал, что это вклад, помощь вот маленькой принцессе. Многие из наших исполнителей даже отказались от выступлений, чтобы поучаствовать в нашем марафоне. И это о многом говорит. К сожалению, мы не смогли собрать полную сумму, закрыть сбор. Мы даже не собрали $1 миллион, но тем не менее эти средства тоже сыграли роль свою, эти средства тоже помогли Зарине Бадоевой. А после сюжета о ветеране Андрее Тихоновиче Крашко герой Великой Отечественной наконец получил сертификат на приобретение собственного жилья. До этого участник освобождения Ростова, Крыма и Тамани ютился на съемной квартире. Все эти истории, пусть и не такие громкие, но очень важные для нашей телекомпании. Хочется верить, что впереди еще больше таких значимых материалов, ведь 3 года – это только начало. 90-летний юбилей отметила профессор кафедры иностранных языков Северо-Осетинского государственного университета Раиса Кусова. Лингвистике она посвятила всю свою жизнь, а преподаванию почти 70 лет. Об интереснейшем в жизненном пути Раисы Ибрагимовны нам расскажет сегодня доктор филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков для неязыковых специальностей СОГУ Джанет Дреева. Здравствуйте. Но предлагаю вам для начала посмотреть небольшой сюжет моей коллеги Ольги Абаевой.
Если по-настоящему любишь свое дело, то останешься верным избранному пути даже десятки лет спустя. 90-летний юбилей отметила Раиса Ибрагимовна Кусова, заслуженный педагог, преподаватель немецкого языка СОГУ. 70 лет из них она отдала работе в любимом университете. Интерес к педагогике маленькая Рая проявляла с детства. Любимым развлечением девочки была игра в учителя. Правда, тетушки прочили ей будущее медика. Однако в последний момент Раиса все переиграла и за день до окончания работы приемной комиссии сдала документы на факультет иностранных языков СОГУ. Это было в далеком 1948 году. Тогда появились очень интересные данные с Великой Отечественной войны. Была острая необходимость, нужда в переводчиках, а их не было. Поэтому это была одной из задач номер один в Советском Союзе. Об этом много говорили и писали. Учиться было трудно. Здание факультета после войны стояло без окон. Зимой занятия проводили, не снимая верхней одежды. И все же желание учиться было сильнее невзгод. Невероятным желанием учиться. Невероятно. Вот не поверите, наверное. Во-первых, когда кончали, не хотелось кончать, хотелось учиться еще, вот мы говорили. С удовольствием оставались на все комсомольские собрания, чтобы обсудить. И опять же, условие был, холод же невероятный был. Представляете, готовили и культурные программы, чтобы самодеятельность работала, и пели, и танцевали. Пропустить занятия – это событие было. Окончив в 1952 году с отличием, Раиса Ибрагимовна начала свою научную и преподавательскую деятельность в родном университете. Она прошла трудовой путь от ассистента до высокого звания профессора. Учась в аспирантуре МГУ, попала впервые на стажировку в Германию. Потом было еще множество командировок, участие в международных симпозиумах в Баварии, Швейцарии, Германии. В Марбургском университете ей вовсе предлагали остаться преподавать. Но все же расстаться с родиной Раиса Ибрагимовна не смогла. И вторую докторскую писала как-то долго, полгода, тоже командировка была в библиотеке имени герцога Августа. Это уникальная библиотека в мире, одна такая библиотека. Я член этой общества друзей этой библиотеки. И все время, каждый год получаю и литературу, и вызов оттуда, что мое место ждет меня, да. Список научных достижений Раисы Кусовой выглядит внушительно. Она является одним из организаторов научно-исследовательской деятельности в области германистики на Северном Кавказе. Более 30 печатных работ, 3 научные монографии, посвященные немецким грамматистам XVII века. Раиса Ибрагимовна признается, что изучает немецкий всю жизнь. В воскресенье она принимала многочисленные поздравления, в том числе от Министерства образования и науки Северной Осетии. Со знаменательной датой выдающегося педагога Жанетта Музабековна, вы поздравляли, я видела. Да. Расскажите, тоже... как прошел юбилей? Юбилей прошел на таком же высоком уровне, на котором Раиса Ибрагимовна преподает немецкий язык вот уже около 70 лет. Да. Прошу прощения, около 70 лет. И это неудивительно, потому что Раиса Ибрагимовна действительно представляет собой или олицетворяет собой качественный продукт советской школы. Меня лично в ней восхищает фундаментальность знаний, широта филологического кругозора, умение преподнести и преподать свои знания, умение и желание, и стремление преподать знания студентам. Даже сейчас, когда ей, как уже прозвучало, исполнилось 90 лет, она восхищает нас, всех коллег, своей жизненной энергией, своим энтузиазмом, желанием учить, обучать студентов. И меня также восхищает то, что я прекрасно знаю, что если я, например, к ней подойду с тем или иным вопросом, я получу исчерпывающий ответ. Вот эта обстоятельность, эта фундаментальность, это на самом деле довольно редкое явление, потому что изучать немецкий язык, которому она посвятила, собственно, изучению и преподаванию всю свою жизнь, это нелегкая задача. И, тем не менее, Раиса Ибрагимовна является собой пример, как можно блестяще справиться с этой задачей. Причем
она же ведь не просто преподаватель, она не просто человек, который прошел в условиях осетинской действительности трудный путь от ассистента кафедры до высокого звания профессора. Она своей жизнью разрушает сложившийся стереотип о том, что очень трудно совмещать карьеру и семейную жизнь. Раиса Ибрагимовна, при всем, что она достигла выдающихся успехов на ниве германистики, на ниве просвещения, она, тем не менее, воспитала 2 достойных сыновей. И это, на мой взгляд, достойно всяческого уважения, потому что в условиях осетинской действительности, там, где нужно отдавать часть себя выполнению тех или иных обязательств перед обществом, выполнению традиций, тем не менее она сохранила верность делу, которое выбрала как основное дело в своей жизни, которому служит всю свою жизнь, и в котором достигла, как я уже сказала, выдающихся успехов. В сюжете прозвучало, что Раиса Ибрагимовна имеет монографии, около 30 печатных трудов. Среди них научные монографии, посвященные немецким грамматистам XVII века. Здесь нужно уточнить, что история немецкого языка, которую Раиса Ибрагимовна преподает, это, пожалуй, один из самых сложных аспектов германистики вообще. И она издала эти 3 монографии, которые вошли в золотые фонды Национального конгресса Америки и в библиотеке Германии. И вот буквально недавно, я знаю, в этом году Раиса Ибрагимовна получила из Германии письмо из библиотеки, в котором пишут, что работники этой библиотеки заинтересованы в получении книг, которые издала Раиса Ибрагимовна. Это ли не знак признательности ее выдающихся успехов в германистике? Жанетта Мурзабековна, вы так рассказываете о Раисе Ибрагимовне, мне кажется, вы восхищаетесь ею, и она в какой-то степени ваш учитель, правильно? Раиса Ибрагимовна достойна всяческого восхищения, и я могу с полным основанием сказать, что она является моим учителем. Хотя юридически, возможно, это не совсем так, поскольку я закончила Кубанский государственный университет, факультет романо-германской филологии в 1979 году. И с 1 декабря 1979 года я начала свою деятельность на кафедре немецкого языка в Северо-Осетинском государственном университете. И как раз Раиса Ибрагимовна сыграла в этом главную роль, поскольку когда я приехала, так сказать, из Краснодара, первая, с кем я познакомилась, это была Раиса Ибрагимовна. И мы с ней поговорили на немецком языке. Она, так сказать, вывела разговор на немецкий язык, как я потом поняла, с тем, чтобы, очевидно, проверить, очевидно, так сказать, выявить мой уровень. И мы обе остались довольны этим разговором. И после этого я начала работать. И все эти годы я чувствую, что и чувствовала ее прямое, непосредственное влияние на формирование моего отношения к преподаванию. Какие главные секреты вы от нее взяли? Что, как бы то ни было, и какие бы проблемы ни встречались, нужно сохранять веру в лучшее, в то, что облака рассеются и выйдет солнце. И солнце это будет светить дальше. Тем самым я хотела выразить восхищающее меня также в ней вот такое позитивное отношение, оптимистическое отношение к жизни. Вот этим, пожалуй, она меня также удивляет и служит для меня примером.
Еще хотелось бы сказать, что Раиса Ибрагимовна, еще одна грань ее личности, она явилась организатором, инициатором и первым руководителем хора немецкой песни, который несколько лет существовал в Северостинском государственном университете. И этот хор занимал неоднократно первые места в различного рода конкурсах. И здесь, и в том, что Раиса Ибрагимовна возглавляла ассоциацию, Северостинское отделение региональной ассоциации практиков немецкого языка Лорелея, практиков-преподавателей. Этот факт тоже говорит о том, сколько усилий ею было затрачено и сколько усилий было направлено на то, чтобы популяризировать знания немецкого языка, литературы, истории, культуры Германии. В этом ее заслуга непревзойденная, я бы так сказала. Жанетта Мурзабековна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам и рассказали о, я так думаю, фантастическом человеке, о Раисе Ибрагимовне. Но раз уж мы говорим о немецком языке, немцы народ, который любят цифры. В преддверии дня рождения телекомпании «Осетия и Рыштон» наш корреспондент Инна Макеева посчитала, сколько недель, дней, часов и секунд мы провели в эфире. Кто записал наибольшее количество интервью и сколько километров проехали наши съемочные группы. О невероятных цифрах и Рыштон ТВ в нашем следующем сюжете. Мы в эфире 3 года или 156 недель, 1095 дней и 17 часов, 1 577 820 минут или 94 669 200 секунд. Неважно, в какой единице измерять проведенное со зрителем время, ведь для нас в любой момент главное – качество контента. За 3 года национальная телекомпания «Осетия и Рыштон» наработала достаточно большую базу наших собственных проектов, которые не стыдно показать как на нашем канале, так и на других, можно сказать, даже федеральных каналах. В нашем эфире вы можете увидеть документальные фильмы, патриотические программы, телеспектакли, также развлекательные и познавательные программы. На самом деле все не так прозаично. 31 июля примерно в 19:20 в результате аварии на трансформаторной подстанции у нашей телекомпании отключили электричество. Из-за этого мы выпали из эфира практически на 2 часа. Спустя некоторое время нашим инженерам удалось восстановить резервное питание, но именно в момент ЧП в прямом эфире с программой «Вечерняя смена» была ведущая Зарина Бабачиева. Здесь были гости. На самом деле мы все сработали очень слаженно, мы все молчали, потому что мы понимали, что мы все еще в эфире. Я уже про себя прокручивала текст, что вот мы вновь включимся, и я скажу зрителям, извините, что произошла техническая неполадка, и мы вновь в эфире. Я понимала, что нужно вести эфир, но нет, этого не случилось. Но потом на следующий день, когда я пришла на работу и стала рассказывать коллегам, мы все вместе смотрели этот эфир, было очень смешно. И я думаю, что такие моменты нужны все-таки в работе. Это была совсем не ошибка, это опыт. За 3 года мы провели бесчисленное множество прямых эфиров, самый длинный из которых – марафон Победы, проведенный 9 мая 2019 года. 4 часа 53 минуты наши ведущие, операторы, режиссеры, редакторы, корреспонденты и инженеры находились в состоянии полной боевой готовности. Согласитесь, за такое время можно и устать, и упустить какие-то детали. Нелегко приходится и ассистентам режиссеров. Задача ассистента режиссера – помогать режиссеру проводить эфир так, как нужно, без каких-либо эксцессов. Это вот основа, часть нашей работы. Работа во время прямых эфиров подразумевает в себя максимальную концентрацию внимания и максимальную концентрацию твоих эмоциональных ресурсов, потому что прямой эфир, он не прощает ошибок, потому что на то он и прямой эфир. А если уже говорить о программах-рекордсменах по количеству выпусков, с новостями не сравнится никто, однако с ними может посоревноваться Жанна Жукаева.
Ее проект «Сушушакканаш» существует с 2018 года и насчитывает 73 интервью, общая продолжительность которых составляет 8521 минуту. А уж сколько времени мы провели в дороге, проехали всю Осетию, каждый район и населенный пункт, заглянули в соседние республики и даже заграничные дали. Пробег этого автомобиля почти 90 тысяч километров. Машин у нас 9, показатели у них приблизительно такие же. Следовательно, национальная телекомпания «Осетия и Рыштон» накрутила около 1 миллиона километров. Однако автомобиль не единственное средство передвижения работников нашей телекомпании. Есть у нас ведущие, которые предпочитают весьма экзотичный транспорт. Вам подъедет кабриолет коричневого цвета. Здрасте. Вы такси? Какой сервис, ничего себе. Вы серьезно? А мы можем сесть здесь и доехать? Можно, конечно. Очень часто в наших передачах я пытаюсь поездить, допустим, на, я не знаю, на тракторе разного вида, на КАМАЗах, я не знаю. То есть все, что я встречаю на своем пути, я пытаюсь объездить, можно так грубо сказать. Все время мечтала поездить на КАМАЗе, потому что КАМАЗ — это крупная машина, и у меня как бы такого опыта еще не было. И вот сейчас, когда мы выезжали на съемки в Нар, село, у меня появилась такая возможность, и я получила огромное удовольствие. Несмотря на то, что мы постоянно в разъездах и на съемках, офисной работы у нас хоть отбавляй. Все время нужно что-то напечатать и распечатать. За 3 года мы потратили 1020 пачек бумаги. Это 510 тысяч листов, для изготовления которых нужно примерно 10 710 килограммов древесины. С точки зрения экологии это, конечно, достижение так себе, но без монтажного листа или сценария вход в монтажку категорически запрещен. За все годы работы мы смонтировали больше 100 документальных фильмов, исторических очерков и других проектов. Все это весит сотни терабайтов, но еще больше занимают исходники материалов. Нам приносят большие объемы информации. Там бывают на разных носителях очень большое количество исходников, там 150-300 бывает. Однажды мне принесли целый системный блок, на котором было установлено 4 жестких диска, и на каждом из них было по 2 терабайта исходников. А еще мы очень любим кофе и чай. За все время существования Осетии и Рыштон сотрудники успели выпить 49 тонн бодрящих напитков. Но это не точно. За 3 года вещания мы получили десятки наград, участвовали в международных и заграничных кинофестивалях. 4 из наших авторов удостоились премии главы за лучший журналистский материал. У нас образовались 3 новые ячейки общества. Но что нам цифры? Главное достижение – преданный зритель. Инна Макеева, Александр Левченко, Денис Ладик. Специально для вечерней смены. Проведение опытов и работа на 3D-принтере, моделирование и создание виртуальной реальности. Время не стоит на месте. Каждый день человечество создает нечто новое, что приводит к прогрессу. А это значит, и мы не должны отставать. Возможность познакомиться с современными технологиями появилась у школьников Дигары. Туда не так давно приехал мобильный технопарк «Кванториум». Он открывает доступ к дополнительному образованию детям из удаленных районов. Это результаты реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Подробнее о мобильном «Кванториуме» нам расскажут наши гости. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы только из Дигары. Расскажите, как проходит обучение. Да, действительно, практически вот только недавно мы приехали из Дигары, так сказать, с корабля на бал. Обучение первый день у нас проходило сегодня. Прошло хорошо, практически не было никаких накладок, какие-то небольшие шероховатости. Очень приятное место, приятная школа. Коллектив школы к нам отнесся с радушием, хорошо принял, во всем нам помогает. Хотелось бы отметить управление образования местное, тоже во всем нам помогают. Вот. Дети, дети везде хорошие.
Главное не найти подход. Какие у них пытаемся это делать. ощущения, какие эмоции? Ну, эмоции у детей хорошие, мы специально спрашивали, смотрели, вот, потом ходили по коридору, так вот, подслушивали обратную связь, что кто говорит. В целом, ну, 90% хороших отзывов. Кто-то хочет там направление поменять, но это совершенно нормально, там в следующий раз другое направление пойдет. Вот, соответственно, нам понравилось, детям понравилось. Думаю, будем продолжать. Пока было вводное занятие, а вот основная техническая часть у нас пойдет уже дальше. В течение 2 недель, я думаю, мы все это освоим. Угу. Георгий, вы инженер мобильного кванториума. Расскажите, чем оснащен этот фургончик, что там есть такого интересного, и чем занимаются дети? Машина предназначена в основном для перевозки оборудования. То есть там уроки проходить не будут. На этой машине перевозим оборудование в локацию, где у нас будет проходить это все. Потом выносим его и дальше уже в кабинетах оснащаем их, и там проходит обучение. Там 3D-принтеры, лазеры, все возможное оборудование, коптеры, 3D-ручки, я не знаю, перечислять можно очень долго. А чем больше всего интересуются ребята? Да, я не знаю, все нравится. Там разные направления же у нас, аэро, гео, у нас есть программирование, у нас, допустим, есть специальные VR-очки с виртуальной реальностью. То есть детям нравится все, у них нет такого, что им что-то нравится, что-то не нравится. А давайте подробнее, что за виртуальная реальность? Это просто посмотреть как игрушка или что с этим потом Они делать? могут моделировать, рисовать там, то есть программы какие-то делать, потом смотреть в виртуальной реальности в очках, находиться там. А сколько по времени будет мобильный кванториум в Дигаре? Вообще в каждой агломерации мобильный кванториум находится единовременно 2 недели. Вот. Потом есть период онлайн-сопровождения, когда делается, работа ведется онлайн. И потом опять мы приезжаем в эту агломерацию и опять 2 недели проводим там занятия. Вот. Получается, по итогу всех этих занятий мы должны увидеть защиту проектов ребят. То есть ребята сделают какие-то проекты, пока мы не знаем какие, только первое занятие было. То есть каждый выберет себе определенное Да, каждый направление? выберет себе тематику, ну, исходя из своего направления, куда он ходит. Понятно, что если он на дроны ходит, что-то будет связано с дронами, скорее всего, да? Вот. И он выбирает направление, делает проект, потом будет защита проектов. Вот. Мы посмотрим, собственно, чему дети научились, что они умеют делать, конструировать. Вот. И надеемся, что вот, собственно, вот это все обучение, оно станет такой отправной точкой для их развития в их карьере. Возможно, это даст им какой-то профориентационный толчок. Они поймут, чем надо заниматься. Ну, если нет, то нет, такое тоже может быть. Вот. И вот надеемся, что, собственно, эти навыки, которые они приобретут, им помогут в дальнейшей жизни самореализоваться и быть успешными. А дети приходят на обучение после уроков или до уроков? Как? Обучение разбито на 2 части. Первая часть – это обучение в урочное время, вместе с уроками технологий оно происходит. А вторая часть – это обучение, собственно, которое идет в неурочное время, доп. Образование. Оно происходит после уроков, и там тоже приходят школьники, но уже после уроков занимаются. И как дети вообще поддаются обучению? Им, наверное, все-таки интереснее в кванториуме поучиться, да, чем... Вот вы наблюдаете за ним, и как думаете? Чем в школе? Да. Ну, я, честно, не знаю, как им в школе учатся, я на уроках не бываю, наверняка там, ну, школа хорошая, наверняка им нравится там учиться. Да, я учился в школе, конечно, да, но не в этой. Да. Ну, могу сказать, что школа сейчас, конечно, переориентирована тоже на проектное обучение, сейчас ГОС поменяли, я знаю. Вот. Но когда я учился, школа не была ориентирована на проектное обучение, она была ориентирована просто на набор знаний. Да. Ну, это неплохо. Я не говорю, что плохо. Это совершенно хорошо, когда человек много знаний имеет. Но к этому есть хорошее дополнение, это, собственно, умение делать проекты. То есть воплощать свое знание во что-то реальное, что-то, которое нужно людям, что-то, что нужно тебе, что-то, что тебе интересно сделать и получить какой-то реальный результат, который можно попробовать, проверить, оценить. Да? А как вы думаете, вот подобные уроки должны быть на постоянной основе в школах? Я считаю, что должны. И не только я так думаю, на самом деле Министерство образования и науки тоже так думает. Вот. Поэтому во ВГОС, собственно, и внедряется проектная деятельность. Ну, конечно, она пока не во всех школах в идеальном виде работает, но со временем, надеюсь, что будет везде хорошо работать. У нас сегодня в гостях ученик кванториума, не мобильного кванториума, правильно, а того, который у нас в городе. Расскажи, Эдуард, чем ты занимаешься, какие у тебя, может быть, возможно, проекты свои? В данный момент в разработке моей команды находится проект мобильное приложение, в котором любой желающий сможет посмотреть то сказание о нартах, которое он желает. То есть человек заходит в наше приложение, выбирает то нартское сказание, которое ему нужно, и смотрит это в виде озвученной анимации. Фантастически. Анимация это кто-то рисовал, создавал? Да. Ты сам?
Ну, у нас есть команда, и каждый человек занимается определенной деятельностью. А как тебе такая идея пришла? Ну, мы сидели с командой и думали, какой бы проект можно было сделать, который будет не только хорошо звучать, но еще будет полезным для общества. То есть сейчас очень мало людей в нашей республике занимаются языком и национальной культурой. И этот проект будет развивать это. То есть он на осетинском языке? Будет перевод. Вот. Приложение в разработке? В разработке, да. Ну, еще не готово, но уже разрабатывается. А расскажи, ты сам интересуешься, наверное, нардскими сказаниями. Кто твой любимый герой? Ну, любимого отдельно выделить не могу, так. Например? Не знаю. Хорошо. А расскажи, как проходят ваши уроки? Это уроки бывают в кванториуме? Ну, это нельзя назвать уроками, это больше проходит... Ну, ребенок приходит на занятия и занимается своей деятельностью. И если у него появляются какие-нибудь трудности, то наставник всегда поможет и объяснит то, что ребенок не знает, и поможет ему с проектом. А как давно ты учишься? Я уже, ну, как только кванториум открылся, так сразу я в него и пошел. А расскажи, кем хочешь стать, может быть, связать свою жизнь с IT? Я хочу стать программистом и обучаюсь на эту деятельность. Успехов тебе! Спасибо. Завен, расскажите, какие дальнейшие планы и когда завершится, когда уедет фургончик? Ну, планы у нас, как говорится, грандиозные. Всю Осетию мы, конечно, за этот сезон рабочий не объедем, но много районов объедем. Какой мы будем следующий? и в Дигаре. Ну, следующий, скорее всего, будет Алагирский район. Вот. Потом Ардонский район будет Чекала, Алагир будет. Вот. Соответственно, во всех этих районах мы бываем. Каждая школа в этих районах будет охвачена нами, так или иначе. Вот. Возможно, в следующем году добавятся и другие районы какие-то, которые тоже будут проводиться. Но пока у нас достаточно плотный график, нужно обучить очень много детей. Вот. Мы надеемся все это успеть и над этим работаем. Спасибо большое, что были сегодня у нас. Успехов вам. Наш эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами. О самых главных событиях сегодняшнего дня расскажет служба информационного вещания. До скорого.